августа 2015 года в 2 часа ночи поступило сообщение о том, что в поселке Усть-Ухта трое неизвестных лиц обманным путем вывели женщину из ее квартиры, после чего данную женщину никто не видел. В ходе проведенной проверки было установлено, что трое лиц после того, как вывели женщину обманным путем из ее квартиры, нанесли ей телесные повреждения возле подъезда дома, после чего увели за дом, отвели к реке. Там также ей были нанесены телесные повреждения. Также в ходе осмотра места происшествия были обнаружены следы волочения за домом, которые вели к реке. Также 7 августа 2015 года в 17 часов поступило сообщение о том, что был обнаружен труп женщины с признаками насильственной смерти в реке. В ходе проведенных следственных действий уже в рамках уголовного дела был отработан круг лиц, которые могли бы быть причастны к совершению данного преступления. То есть допрашивались знакомые, родственники данной женщины. Установлена причастность 2 женщин к совершению данного преступления. То есть знакомая пригласила свою сестру, ранее судимую, а также знакомого мужчину. Они втроем проехали по адресу, по которому проживала женщина, потерпевшая, после чего они под предлогом помощи, оказания какой-то помощи, вывели из квартиры 13-летнюю дочь потерпевшей, а затем и саму потерпевшую. 2 женщины потерпевшую отвели за дом, нанесли ей телесные повреждения, после чего отволокли ее к реке. Там также были нанесены телесные повреждения. Одна из подозреваемых по данному уголовному делу при помощи проволоки душила данную женщину, а также руками душила. Также наносились телесные повреждения. Соответственно, после чего данную женщину они выкинули в реку. То есть труп женщины был обнаружен уже в реке. В настоящий момент причина смерти устанавливается, проводится медицинское исследование. Хорошая семья, не пьющая. Он работал, она в декретном была, сидела. Вот. Декретного работала у нас тут в магазине. Жили, не пили. То есть обычно никаких конфликтов с соседями ни с чем не было, да? Не, а вообще она спокойная, улыбающая всегда женщина была. Общались мы с ней. Часто беседовали вот здесь, разговаривали. Хорошая. В ночь, когда все произошло, что слышали, что вообще происходило? Вообще ничего не было слышно. Как мой муж говорит, потому что мой муж до 12:30 не спал, там он сказал, я слышала только шаги и детский крик. Маленький ребенок, мы не дали значения, что там что-то происходит. Вот. А только в 4:30 утра милиция пришла, мы узнали, что такое произошло. Происходило вот здесь, вообще никто не слышал. Девочки не дали даже крикнуть, даже на помощь позвать. С другими соседями общались, тоже говорят, что ничего не было слышно? Ничего не было слышно. Мы все в шоке были. Мы ничего не слышали. А вообще, как остальные соседи в доме, что говорить, алкаши рядом живут? Одни они были пьяные лежали, мы спрашивали, одни пьяные лежали. Это получается, они прям за стенкой пьяные? Нет, они на 2-м этаже, не за стенкой. За стенкой хорошие, но они вроде сейчас уехали к себе туда. А другие, как сказать, через стенку. И через стенку тоже, как бы сказать, тоже не слышал, тоже человек.